Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амшейк Шара. Сегодня в программе. Социального перетока, предоставленного нашей стране Российской Федерации, хватит только до середины февраля. Определение границ исторической части Сухума обсудили члены градостроительного совета при администрации столицы на очередном заседании. Центр избирком Абхазии обратился в Верховный суд и Генеральную прокуратуру с просьбой организовать работу судов и органов прокуратуры так, чтобы обеспечить своевременное рассмотрение жалоб и заявлений, в том числе в выходные дни, в течение всей избирательной кампании и в день выборов президента Республики Абхазия 15 февраля 2025 года. ЦИК также обратился в правоохранительные органы с просьбой обеспечить охрану избирательных участков накануне и в день выборов президента, а также организовать сопровождение членов избирательных комиссий при передаче ими протоколов о результатах голосования и избирательных документов в вышестоящие комиссии после подведения итогов голосования. Спикер парламента Лаша Ашуба поздравил председателя Государственной Думы России Вячеслава Володина с днем рождения. Ваша деятельность на посту председателя Государственной комиссии Федерального собрания Российской Федерации направлена на укрепление законодательных основ государства, развитие общества и способствует активному межпарламентскому сотрудничеству, говорится в частности в поздравительном адресе. Лаша Ашуба пожелал Вячеславу Володину крепкого здоровья, семейного благополучия и новых успехов в работе. Социального перетока, предоставленного нашей стране Российской Федерации, хватит только до середины февраля. На данный момент Абхазия и Россия ведут переговоры об организации дополнительных объемов коммерческого перетока электроэнергии. Репортаж Ульяны Рожковой. Социальный переток, который республика получает с 23 декабря прошлого года, суммарно составляет 327 миллионов киловатт-часов. По словам главы РУП «Черноморэнерго» Тимура Джинджолия, ориентировочно его хватит до 13-15 февраля. Необходим дополнительный коммерческий переток, источники финансирования которого пока не определены. Вносить изменения в действующий 6-часовой график отключения электричества пока не планируется. Все будет зависеть от того, какой объем поставок электроэнергии будет готово выделить Россия. Идут переговоры технические с Российской Федерацией. Если все сложится, то ориентировочно с 7 числа будет, наверное, заключен еще дополнительный договор, который обеспечит нас электроэнергией. Я думаю, до конца месяца, может, чуть больше. Большую часть электроэнергии Абхазия получает со стороны России – 6 миллионов киловатт-часов. Ингургэс может обеспечить страну светом только на 4-ю часть. На сегодняшний день уровень воды в Джварском водохранилище остается критическим, но наблюдается положительная динамика. Ориентировочное потребление сегодня с учетом наших ограничений – это 7,5 миллионов киловатт-часов. 6 миллионов киловатт-часов мы получаем со стороны Российской Федерации, 1,5 миллиона со стороны Ингургэса. Это общий график существует. Под этот график попадает как переток со стороны Российской Федерации, так и электроснабжение со стороны Ингура. На сегодняшний день у нас уровень воды на Ингургэсе накопился, если был 409-410 метров, на сегодняшний день составляет 417,5 метров. Ждем небольшое увеличение притока. Сам приток на очень низкий сегодня составляет всего 25 кубов в секунду. Уже ждем поэтапного потепления, увеличения притока. И потихоньку, я думаю, мы будем переходить уже на мощности Ингургэса. 2024 год стал для Абхазии годом большого энергетического кризиса. Чтобы избежать таких проблем в будущем, необходимо ответственно подойти к оплате и экономии электроэнергии. На сегодняшний день за свет платят лишь 30% населения. Борьба с так называемыми майнерами продолжается, но не приносит необходимого результата. Есть изменения, потребление по майнингу у нас постепенно идет незначительное, но снижение. Предполагаемое наше сегодня потребление майнинга – это порядка 20-25 мегаватт, это по нашей стране. Но ежедневно ведется работа. На прошлой неделе порядка 64 штук было прекращена работа, изъята. И еженедельно мы эту работу продолжаем. Потому что вроде 15 машинок, если человека установлено,
это потребление порядка там 35-40 киловатт. 35-40 киловатт – это покрывает нужды 5 домохозяйств, так скажем. Люди, видя, в какой ситуации мы находимся, как это тяжело, дорого обходится республика, они все равно продолжают заниматься этой деятельностью. И наша первостепенная задача, конечно, со всеми силовыми органами остановить эту работу. На сегодняшний день часть высоковольтной линии Кавказиони состоит на балансе Черноморэнерго, но Абхазия не получает за это никаких финансовых отчислений. При включении она выравнивает реактивную мощность и повышает качество напряжения. Вот сегодня эта линия находится между российской и грузинской стороной, находится в разделении, значит, до хребта это находится на российской стороне, часть находится на нашей стороне, но диспетчерское и техническое управление находится на грузинской стороне. В день предстоящих выборов президента веерных отключений не будет. Республика будет обеспечена бесперебойным энергоснабжением. Ульяна Рожкова, Инал Гвинджи, Абхазское телевидение. В целях усиления контроля за эффективным использованием средств бюджетной системы Республики Абхазия в срок до 31 марта 2025 года Министерству финансов поручено осуществлять санкционирование расходов по согласованию с исполняющим обязанности президента Республики Абхазия Валерия Бганба. Валерий Бганба также провел совещание с руководителями силовых структур, где обсуждались вопросы обеспечения соблюдения закона о выборах президента Республики Абхазия. Валерий Бганба поручил в обязательном порядке реагировать на все жалобы в отношении нарушений действующего законодательства. В период с 1 марта по 31 декабря 2025 года распоряжением Валерия Бганба Государственной ветеринарной службе предписано обеспечить вынужденный отстрел диких животных. За одного уничтоженного волка устанавливается вознаграждение в размере 5556 рублей, за одного шакала 2779 рублей. Защитить исторические памятники, культурное разнообразие, экологические и социальные аспекты, сохранить уникальность городской среды и туристическую привлекательность – все эти вопросы стали главными на повестке заседания Градостроительного совета при администрации Сухума. Основная тема обсуждения – определение границ исторической части города и регламента согласования проектов застройки столицы. Гугуца Вардания расскажет подробности. Определение границ исторической части Сухума обсудили члены Градостроительного совета при администрации столицы на очередном заседании. Главная цель – защитить исторические памятники, культурное разнообразие, экологические и социальные аспекты, сохранить уникальность городской среды и туристическую привлекательность. Мы часто сталкиваемся с вопросом о соответствии архитектурного облика, параметра застройки объектов, которые возводятся в исторической части города Сухум. На мой взгляд, для того, чтобы сохранить вот эту аутентичность нашего города и все-таки, что у нас осталось, все проекты, которые планируются к возведению на этой территории, должны быть одобрены градостроительным советом. И решение глава должен принимать только в случае одобрения проектного решения градостроительного совета. Да. Потому что рекомендательный характер по городу, как это у нас сейчас прописано и в градостроительном кодексе, он недостаточно, скажем так, эффективен. Специалисты Государственного управления историко-культурного наследия предложили утвердить зону исторического центра города в границах от пересечения бульвара улицы Иналыпа на север до полосы отвода железнодорожных путей, от них до берега реки Басла, по берегу реки Басла до пересечения с набережной Махаджиров, по набережной Махаджиров до набережной Диаскуров, от нее до пересечения с бульваром улицы Иналыпа. Изначально мы хотели немного расширить эту границу, вообще всю территорию, но, возможно, будем чуть-чуть попозже тоже рассматривать какие-то уточнения на некоторых местах, но пока вот на данном этапе мы решили пока ограничиться вот этой центральной частью, потому что здесь концентрированы все большинство объектов культурного наследия и также объекты, которые входят в список вновь выявленных объектов, то есть мы их тоже учитываем.
Предложение рассмотрели, однако проект не утвердили. Комиссия порекомендовала специалистам Госуправления историко-культурного наследия рассмотреть расширение границ исторической зоны города и внести доработки. Все-таки более подробно изучим этот материал, и вот как раз границы города, именно это должно быть аргументировано, что это должно быть, потому что у нас в городе, вот, опорный план есть у нас, да, мы должны понимать о том, что в городе есть достаточно много ветхой застройки, которая будет меняться. Охватить весь город вот именно рассмотрением каждого объекта на градостроительном совете мы просто будем физически не в состоянии. Нам нужно будет сидеть и работать здесь все время. Но вот эти объекты, которые строятся, я считаю, что мы обязаны рассматривать на градсовете именно историческая часть города. В декабре прошлого года в администрацию столицы поступило распоряжение исполняющего обязанности премьер-министра Валерия Бганба, согласно которому районные и городские мэрии должны определить сроки, перечень и объем работ по подготовке документов территориального планирования. Когда мы будем определять те или иные территории, которые у нас идут под многоквартирную застройку, под частную застройку, да, зонирование территории города, вот одним из основных вопросов должно быть утверждение границ исторического центра. К нему будут прописаны особые требования. И для того, чтобы те проектные организации, которые будут разрабатывать нам генеральный план города, а до начала этого территориальное планирование города, мы должны будем определить и показать особую значимость тех или иных территорий. Следующим этапом у нас будет рассмотрение и утверждение границ пляжных территорий, да, потому что они тоже у нас нигде юридически не утверждены. В ходе совещания его участники обсудили вопросы проведения строительных работ в столице, реконструкции, увеличения этажей возводимых зданий, строительства объектов размещения. Гугут Саварданя, Налач Кинжелия и Налк Гвинджа, Абхазское телевидение. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению Гидрометцентра, в среду 5 февраля в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода. С полудня временами дождь, местами в предгорьях дождь со снегом. В горах снег, температура воздуха ночью 1,6, днем 2,7 градусов. Температура морской воды 9 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.